На ТНВ время новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. Когда право и экономика по разные стороны баррикад. Особый порядок возбуждения уголовных дел против резидентов особо экономических зон. Как юристы и бизнесмены с 30 стран мира рушили барьеры. Салават Мухаммадуллин о перспективах экономического права. Хлор, прощай, гипохлорид натрия, здравствуй. Вода будет более лучшего качества, более чистая. Как в Казани по-новому будут очищать воду и какая она на вкус, узнал Дмитрий Аринин. Медицина на высоте. Медики могут, скажем, прямо в вертолете выполнить операцию. О том, как Казанский вертолетный завод спасает человеческие жизни, узнал Сергей Хайдаров. Кто поедет в Салават-Купере? Рассматривается проект развития транспортной схемы. Какие еще бонусы ждут новоселов жилого комплекса на сдаче дома, узнал Рамиль Шайдолян. Новые технологии очищения. Сегодня на Казани Оргсинтезе запустили систему обеззараживания питьевой воды по новому принципу. Вместо хлорида действовать будет гидрохлорид натрия. О преимуществах такого метода Дмитрий Аринин. Лента в сторону, линии по производству низкоконцентрированного гипохлорида натрия в дело. Все хозяйки знают средства для мытья раковин, посуды. Вот это вещество можно сравнить с вот этими веществами, которые можно спокойно купить в магазине. Так на Казани Оргсинтезе в сутки будет выпускаться 150 кубов гипохлорида натрия. Весь процесс будет идти в автоматизированном режиме. Это вещество является малоопасным веществом, значит, более безопасная технология по сравнению с жидким хлором. Сегодня бурной была не только реакция получения гипохлорида натрия, но и радость от этого процесса. Большое удовольствие находиться здесь, в этой фантастической атмосфере. Для дезинфекции воды применяется хлор практически везде, но мы от него ушли. Вода будет более лучшего качества, более чистая. Такую воду смогут попробовать не только на Казани Оргсинтезе, но и в жилом комплексе Салават-Купере. Как говорят, после очистки воды на УСПОС, ее можно пить не кипяченой, прямо из-под крана. Вкусно. И таких новинок на Казани Оргсинтезе будет еще много. До 2020 года расписан план модернизации. Так должен появиться дополнительный резервуар для питьевой воды. Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. А значит, у жителей Салават-Купере будет более чистая вода. Сегодня в микрорайоне, кстати, прибавление новоселья отметили жильцы 8-го дома по улице Арсланова, одного из долгостроев микрорайона. По-настоящему долгожданным его называют даже заказчики. Какие бонусы получили новоселы, Рамиль Шайдуллин продолжит тему. Вот, дорогие мои, это наша новая квартира. Теперь мы будем здесь жить, радоваться. Вы будете играть, теперь тут просторно, будем ходить в садик, да? Халиуллины впервые у себя дома. Раньше в шестером ютились в однушке мамы, сейчас вчетвером почти за чертой города. До центра долго и только на машине, но Венеру, Рамиса и малышей Алсу с Булатом это не сильно тревожит. Мы очень рады, что у нас находится дом именно здесь, потому что, во-первых, здесь нет такой загазованности, как в городе. То есть природа. За жилье в новом районе очереди. Сюда заезжают ветераны, семьи и ипотечники. Наталья Каримова сегодня тоже должна была быть с ключами, но обещанного не дождалась. И через 3 года ее очередь так и не подошла. Мы до сих пор не обеспечены жильем. Нас более 1700 человек, и из них всего лишь 79 выиграл квартир. Задержка не системна, говорят заказчики, зато к сдаче дома готовы на все 100. Газ, воду и пониженные цены на электроэнергию сегодня получают все новоселы. Так, переехав в новоселы, поменяли все свои прежние условия. Жилплощадь, район и двор новый, словно специально создан для детей под окнами. Нет разве что аттракционов. И школа, и садик уже запустили. Это тоже вот прям вот, для детей это огромная радость. До садика и школы подать рукой, но до центра столицы ехать все же далеко. Минстрой и Минтранс обещают общественный транспорт, или трамвай, или электричку. К концу года, я думаю, будет решение окончательно уже принято и разработана проектная документация. Но в любом случае, жители, в первую очередь, Салават-Купере могут быть уверены, что временные трудности там
год, полтора-два они потом исчезнут. Пока же остается обживаться. Вскоре новоселам предстоит познакомиться еще с сотнями соседей. До конца октября в Салават-Купере обещают сдать еще 5 соципотечных домов. Рамиль Шайдуллин, Амир Залишев, ТНВ, Казань. Зеленодольск, Чистополь и Нижнекамск точно получат статус территории опережающего развития. Об этом сегодня стало известно на Международном юридическом форуме «Казань Legal-2017». Юристы и бизнесмены из 30 стран мира обсудили правовое поле экономики России. Критике подверглись как некоторые решения Центробанка, так и судебная практика. О барьерах на пути к бизнесу в России Салават Мухаммадуллин. Признаки финансовой пирамиды – политика Центрального банка, который сегодня выпускает совершенно ничем не обеспеченные рубли. С такой резкой критики Центробанка в кулуарах начался юридический форум. Речь о криптовалютах. Пока в Японии их признают платежным средством, в России они пока никак не регулируются. Правовая среда в ключе экономики. Сегодня главная тема. Доверие к российской правовой системе пока на низком уровне, говорят участники. Я был юристом, но теперь исправился, спасибо. Фотозона с оттенками из мест лишения свободы на форуме не случайно. 80% российских предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, лишились своего бизнеса. Но при этом только 15% из этих самых дел дошли до стадии обвинения. Чтобы бизнес был защищен и чувствовал себя спокойно, а экономика росла, нужны общие решения, отметил в своем послании участникам форума премьер-министр России. У нас есть немало примеров, когда благодаря качественному правовому регулированию улучшается деловой климат, активизируется инвестиционная деятельность, а ваши рекомендации и предложения получат практическое применение. Наличие проблем не скрывают и на самом высоком уровне, а потому ждут предложений по правовому регулированию от юристов. Примером движения навстречу государства и предпринимателей участники форума называют Татарстан. Сегодня к 11 территориям опережающего развития добавились еще 3. Это город Зеленодольск, Чистополь и город Нижнекамск. Важную роль в привлечении инвестиций играют особые экономические зоны. В первую очередь я хочу привести пример особой экономической зоны Алабуга, на которую сегодня приходится 2/3 выручки всех особых зон нашей страны. А это больше 60 миллиардов рублей только за прошлый год. Но расти есть куда. На пятки наступают другие регионы. На Дальнем Востоке сейчас предлагается особый порядок возбуждения уголовных дел против резидентов особо экономических зон. Это тоже логично сделать здесь, как один из пунктов безопасности ведения бизнеса. Эти и другие предложения по итогам форума будут направлены в правительство и в Госдуму. Благодаря сегодняшнему диалогу право, экономика и бизнес стали чуть ближе друг к другу. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Татарстанские вертолеты окрыляют санитарную авиацию соседних регионов. Сегодня 2 машины КВЗ Ми-8 и Ансат улетели в Астраханскую и Псковскую области. Оба винтокрылых оборудованы медицинскими модулями. Как выяснилось, вертолет с такой модификацией хотят приобрести и иностранные партнеры. Сергей Хайдаров подробнее. Сейчас в небе легендарный Ми-8. Это винтокрылый бестселлер не только в нашей стране, но и за рубежом. Очень маневренный, юркий, несмотря на габариты. Сейчас Ми-8 на службе в военной авиации, но совсем скоро пополнит ряды санитарной. Уже сегодня один такой отправится в Астраханскую область. Вот эта машина, она оборудована медицинским модулем, современным оборудованием, именно медицинским. Вот это отличает от простых вертолетов, которые вот сейчас выполняют полеты по срочным заданиям. Здесь все для того, чтобы оказать первую помощь прямо в небе. Аналогичный модуль установлен и в Ансат. Эта изящная легкая машина отправится в Псковскую область. По сравнению с вертолетом Ми-8, Ансат выглядит более мобильным, хотя здесь во время перелета в задней части могут находиться одновременно 4 человека. Он развивает скорость 250 км в час, и это очень важно. Когда в борьбе за каждую спасенную жизнь важна каждая секунда. Уже сейчас десятки вертолетов Казанского завода спасают жизни людей по всей стране. Только в этом году в рамках программы развития санитарной авиации в руки эксплуататоров передали 23 вертолета из семейства Ми-8 и 6 вертолетов Ансат. Во всех этих вертолетах гражданской авиации самое главное – это цена-качество. Потому что коммерческие перевозки, они всегда подразумевают именно, прежде всего, дешевизну коммерческих перевозок. Оценить вертолеты Казанского завода в рамках рабочего визита сегодня смогла и делегация из Китая во главе с министром информатизации и связи. Техника настолько впечатлила иностранных гостей, что договоренности удалось добиться сразу. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ Казань.
Выгодная дружба с участниками Российско-китайского конгресса молодых предпринимателей сегодня встретился Рустам Минниханов. Больше 300 китайских гостей из разных провинций, сфер бизнеса уже 4-й день в Казани на повестке приоритеты работы в России. Как отметил Рустам Минниханов, товарооборот между Татарстаном и Китаем в этом году вырос на 75%. Главные принципы сотрудничества наших стран – это взаимоуважение, равенство и взаимная выгода. Я считаю, что вот самое перспективное в наших контактах – это взаимодействие российской и китайской молодежи. Все равно будущее в руках молодежи. Я занимаюсь экспортом банкоматов, и мы хотим выйти на российский рынок. В Москве это сложновато, а Татарстан открыт для сотрудничества. И сегодня министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй посетил музей Ленина в Казани. Гости рассказали, что это один из старейших музеев столицы Татарстана. Он открыл свои двери в 1937 году. Недавно его реконструировали, и теперь здесь можно в полном объеме узнать, каким политическим деятелем и человеком был Ильич. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Сигнал из камеры в руке. Уже можно привлекать водителей вплоть до лишения права управления транспортными средствами. В чем особенности новой системы «Рубеж» от инспекторов ГИБДД у Альбины Минибаевой. Боснийцы и португальцы повержены. Хорошие две игры, сыгрываемся. О том, как ватерпольный «Синтез» стартовал в Лиге чемпионов, расскажет Алмаз Гафиятов. Будут ли дети заниматься робототехникой, не нарушая норм Санпина, и появится ли единая система классификации отходов? Сегодня предприниматели Татарстана ответы на эти вопросы попытались найти во время откровенного разговора. Тем более, что задать их можно было федеральному бизнес-омбудсмену Борису Титову. О чем удалось договориться, об этом в репортаже Александры Севастьяновой. У нас формат сегодня общения и диалога, поэтому каждую тему предлагается не просто заслушать, а еще и обсудить. Формат беседы-диалог, причем откровенный. Такую атмосферу создали, в том числе сами предприниматели, не боясь заявили о своих проблемах. Чего хотят родители? Родители хотят, чтобы данные центры были около дома, в шаговой доступности. Они хотят сервис, и они хотят квалифицированных педагогов, администраторов. Виктория Токарева на площадке отстаивает не только свои интересы, но и коллег. По словам бизнесвумен, спрос породил предложение. Сами родители заинтересованы в создании дополнительных кружков для детей по робототехнике и другим современным направлениям. Но существующие федеральные нормы Санпина сделать это законно не позволяют. Дети – это святое для наших чиновников, да, поэтому там они готовы, чтобы только ничего не случилось, там все внести бетонными заборами. Кроме этого, конечно, они будут думать о том, что если мы сделаем какие-то исключения из общих правил, завтра у нас школ не будет. Но здесь сегодня те проблемы, которые давно наболели и уже достаточно проработаны. Наши чиновники, по словам Тимура Нагуманова, готовы идти навстречу. Слово за федеральными законодателями. Вопрос проработан достаточно подробно, и даже есть понимание у чиновников. Но понятно, что региональные чиновники, они никогда не согласятся публично с тем, что да, нормы завышены. Они вынуждены следовать. На повестке проблемы классификации отходов и размещения рекламных конструкций. Татарстанский бизнес показал, за свое дело бороться готов. Как отметил Борис Титов, постарается уже на уровне центра сделать так, чтобы федеральные законы встали на сторону местного предпринимательства. К тому же многие озвученные проблемы – головная боль не только Татарстана, но и других регионов. Александр Севастьянов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Отопительный сезон стартовал. В Нижнекамске городские тепловые сети начали подачу отопления в социальные учреждения, школы, детские сады и больницы. Чем нынешний пуск тепла отличается от прошлогоднего и когда потеплеет в квартирах нижнекамцев и не только нижнекамцев, узнавала Светлана Звонарева. Вот все. Тепло пошло в сады, школы, больницы. Задвижка открыта, система запущена и работает в штатном режиме. Нынешний отопительный сезон сотрудники тепловых пунктов, которых в Нижнекамске 95, начинают с новым оборудованием. Современные насосы занимают меньше места, работают практически бесшумно и создают хорошее давление. Большие преимущества и у новых теплообменников. У нас поменяли кожухотрубные водоподогреватели на пластинчатые, после чего у нас быстро нагревается вода, стабильная температура, не успевает остывать и быстро подается в трубопроводы. Через несколько часов радостное известие прозвучало в детском саду. Радость, тепло пришло. Тепло дали, на улице холодно, в группе холодно было.
Деткам сейчас хорошо будет, тепло. Подача отопления в социальное учреждение идет строго по графику. В планах завершить ее до 19 сентября. Вот в квартирах нижнекамцев тепло появится позднее. После того, как завершится подача тепла в эти, заведения, мы начнем давать тепло всем жителям города. И в течение периода до 1 октября планируется весь город обеспечить теплом. Пока же нижнекамцам стоит запастись терпением и одеваться потеплее. Светлана Звонарева, Наталья Лушникова, Максим Липин, ТНВ Нижнекамск. К холодному сезону готовятся и медики. У станции метро «Проспект Победы», «Козья Слобода», «Эшлек», «Авиастроительные». В агропромышленном парке появились мобильные медицинские бригады. Здесь прививают от гриппа. Достаточно иметь при себе паспорт и пройти осмотр. Врачи будут дежурить на станциях с 10 часов утра до 5 часов вечера. В агропарке с 8 часов утра до 3 часов дня. До 15 октября. Всего в этом году в Казани планируют привить более 500 тысяч жителей. Учитывая то, что мы ожидаем высококонтагиозный грипп, который страшен своими осложнениями, особенно для детей, для хронических больных, пожилых граждан. Поэтому принято решение приблизить вакцинацию к населению. Завтра в республике стартует традиционная сельхозярмарка. В Казани свежие овощи, фрукты, мясо и другую продукцию аграриев можно будет купить на 10 площадках рынка перед крупными гипермаркетами и торговыми центрами. В Набережных Челнах организуют торговлю на 3 точках: около стадиона «Строитель», на бульваре имени Галиаскара Камала и на улице Шамиля Усманова. Также ярмарка пройдет на территории технополиса «Новая Тура», поселка Октябрьский, Зеленодольского района. Цены на сельхозярмарках ниже розничных на 30%. Ярмарки будут работать каждую субботу до 23 декабря. Поймать водителей по сигналу видеокамер. В сентябре Татарстанская госавтоинспекция запустила новую систему контроля скорости «Рубеж». Она работает против злостных нарушителей. Теперь дорожные патрули и видеокамеры составляют тандем. В чем ее особенность, поведает Альбина Минибаева. 121. Разрешено 70. Превышение скорости водитель ленд-крузера отказывался признавать до последнего. Мужчина – один из первых нарушителей, которых остановили инспекторы с помощью новой системы «Рубеж». Номеров нету, остановил, чтобы проверить. А получилось так, что у меня просрочена регистрация. Решили протокол составить. Но вот система говорит, что у вас и превышение. Я не знаю. Если оспаривать, то только в суде. Система «Рубеж» – это тандем инспекторов и видеофиксаторов. Цель – злостные нарушители скоростного режима. Превышение фиксирует камера. Дальше работают уже инспекторы. Как машина только заезжает, попадает под прибор, под фиксацию, и сразу переходит сигнал на компьютер. В центре внимания инспекторов любители езды без госномеров, а также тех, кто превышает свыше 60 км в час. К разрешенной. До этого знака действует ограничение скорости 70 км в час. Если превышение зафиксировано камерой и даже отправлено письмом счастья, то водитель ограничился бы лишь штрафом, но запуском системы «Рубеж» наказание может быть куда жестче. Водитель задержан при помощи системы «Рубеж» инспектором ДПС, то данный материал уже уходит в суд для привлечения более серьезным, так скажем, для лишения права управления. Мера вынужденная, говорят инспекторы. Превышение скорости – это самая частая причина дорожных происшествий. Более 500 за 8 месяцев 2017-го. Водители пока привыкают к рубежу и стараются не набирать скорость до грани лишения прав. Ну, если много превысил, намного. Но я на таких скоростях не ездил. Поменьше скорости. Вот это главное. Укомплектовать все камеры патрулем ДПС невозможно, это признают и в ГИБДД. Но приблизиться к 100% рубежу в планах инспекторов. Альбина Минибаева, Ринат Сафин, ТНВ, Пестричинский район, Казань. А отслеживать время прибытия общественного транспорта в Челнах станет проще в телефонах горожан. Для этого появится новое приложение. Речь идет о разработке IT-специалистов. Пока проект охватывает только трамваи и городские автобусы. В скором времени планируют добавить и маршрутные такси. Дополнительно в приложении можно будет оставить отзыв и о том или ином перевозчике и приложить фото. Разработчики планируют дополнить приложение интересными фактами о городе. Ну, можно было бы, например, добавить достопримечательности. Может быть, какие-то объекты, ну, там, поликлиники, для того, чтобы понимать, чтобы человек понимал. То есть, когда он забивает маршрут, чтобы не было только там пединститут, автосборочный завод.
Памяти великого драматурга сегодня исполнилось 130 лет со дня рождения одного из основателей татарского театра, драматурга, актера и режиссера Карима Тинчурина. С раннего утра на Архангельском кладбище собрались представители театрального и литературного сообщества республики. Они возложили цветы к мемориальной стеле с именами жертв политических репрессий, расстрелянных в Казани, среди которых есть и Карим Тинчурин. Сегодня же в фойе Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина был торжественно открыт бюст талантливого татарского драматурга. Это уменьшенная копия того бюста, который позже будет установлен в парке Карима Тинчурина. В мероприятии принял участие председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин. Сразу после этого состоялась премьера спектакля «Последняя пьеса» по автобиографической новелле «33 дня». Это последнее произведение Карима Тинчурина. Его биография была очень трагичной. Вы знаете о том, что он был в застенках, он был осужден, и потом была реабилитация. Это был человек-кремень, очень правдивый человек. Остался ли Рубин Рубиновым? Сегодня Казанский футбольный клуб презентовал новую форму. Каким будет клубный стиль? До последнего здесь держали в секрете. Прошлую форму команда носила больше года. Сохранится ли в новом варианте традиционный рубиновый цвет, расскажет Рамиль Шайдулин. Новая форма – это почти как Новый год. Объективно, этого события ждали с лета. Обычно в июле Рубин привычно переодевался, но в этом году, пусть и с опозданием, зато с не меньшим размахом, клуб вновь получает свое амундирование. И, наверное, новые формы больше, чем футболисты, ждали только болельщики. Фанатам до сих пор любима форма далекого 2008 года. Тогда форма сравнялась с содержанием. Вся страна скандировала «Рубин чемпион». Казанцы стали чемпионами России. Я свой не меняю, потому что он фартовый был для нас с самого начала. Но я жду того, что новая форма нам принесет фарт в первую очередь. И может быть тогда у меня появится желание все-таки сменить эту футболку. Такого же ли цвета будет новая форма? Завесу тайны еще в июле приоткрыли первые утечки в интернете. По этим эскизам клуб должен был пристать традиционно рубиновым. Сами футболисты считают, конечно, очень важно иметь свои цвета. То есть у клуба есть определенная история, и у каждой команды есть свой так называемый родной цвет. Но в форме главное, чтобы она была комфортной для игроков, для всех, потому что мы все-таки занимаемся спортом, как и футболом, это важный комфорт. Рубиновая форма для дома и бело-зеленая для выезда. Вот такими будут рубиновцы в новом сезоне. Пока не прошло ни одной игры, говорить об удобстве рано, но еще будет время. Клуб и спонсоры заключили контракт на 3 года. Рамиль Шайдулин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Проложили победный путь в Лиге чемпионов. Ватерпольный «Синтез» успешно стартовал на международном турнире в Боснии и Герцеговине. В отборочном раунде казанский коллектив переиграл местную команду «Баня Лука» и португальцев. Матч с основными соперниками впереди. В Боснии за матчами следит мой коллега Алмаз Гафиятов. Его репортаж далее. В межсезонье команду пополнил первый в истории российского водного пола француз Мехди Марзуки. Участник Олимпиад, игрок сборной Франции в Казани общий язык с партнерами нашел сразу. Легионер также удачно вписался в игровую схему «Синтеза». В команде собраны хорошие ребята. Они мне во всем помогают. Пока я не знаю вашего города и русского языка, но надеюсь, в ближайшее время все компенсирую. Стартовые матчи Лиги чемпионов для «Синтеза» можно назвать проходными. Хозяева турнира боснийцы на 25 мячей нашей команды ответили только 2. Не самый грозный соперник Европы, но для проверки сил и новых игровых сочетаний в самый раз. Ну, эмоции положительные. Первая игра, это всегда, хорошо. Да. Сыграли нормально. Команда, конечно, не особо, так сказать, что сильная, но показали уровень, самое главное. Дальше больше. Под жесткий прессинг команды Андрея Белофастова попались португальцы. Несмотря на ровное начало, к концу поединка преимущество перешло к «Синтезу» 21-5. Впечатление отличное, что хорошие две игры, сыгрываемся. Хорошо, что были такие 2 игры. Не сильные команды, чтобы почувствовать воду, соперника, все. Это были только цветочки. А вот по-настоящему Лига чемпионов начнется завтра. Заключительные игры с Испанией и Венгрией покажут, кто больше достоин продолжить борьбу за европейский трофей. Алмаз Гафиятов, Александр Громыко, ТНВ, Босния и Герцеговина. Какая погода нас с вами ждет завтра, узнаем в завершении выпуска. Следующий выпуск новостей 21:30. До встречи.
Дилер Nissan номер 1 в Казани «Автоцентр Марка» представляет. Берите Nissan без дилерской наценки. Скидка до 200 тысяч рублей. Подробности 4 пятерки 3 единицы. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. С 13 по 19 сентября в Уфе пройдут долгожданные гастроли татарского театра Галяскара Камала. Легендарный театр из Казани привезет 10 лучших спектаклей. Билеты в кассах театров Гафури и Русского драматического для зрителей старше 12 лет. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. 21 сентября в ДК на площади имени Кирова состоятся гастроли Оренбургского татарского театра имени Файзи. Приглашаем вас на музыкальную комедию «Аршин Мал Алан». Мастерство актеров, оригинальная постановка, яркие костюмы и декорации произведут на вас незабываемые впечатления. Ищешь иномарку? Выбирай Datsun в новом автоцентре «Марка». Грандиозные скидки в честь открытия. Стань первым обладателем Datsun по спеццене. Звони 4 пятерки 3 семерки. Только в сентябре приходи в аквапарк «Ривьера» и получи второй билет в подарок. За выгодными ценами в Вессан. Горбуша свежемороженая 1 килограмм 189 рублей. Колбаса особая сырокопченая 1 килограмм 439 рублей. Акция действует с 12 по 18 сентября в гипермаркете Эссан. Действительно выгодно. Эссан. Сегодня мы с вами будем чертить треугольник. Ребята, сколько должно быть углов у треугольника? Анна Петровна, я починю. А где ты этому научился? Папа научил. Ой. Я починю. А кто тебя этому научил? Папа научил. Я провожу. Этому тоже папа научил. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Мы знаем нашу страну, а не адаптируемся к ней. Поэтому все необходимое уже в базовой комплектации. «Лада Веста». Новое поколение «Лада». «Лада» с выгодой 10%. Автоцентр «Парус». Я минем бит анагам туда. Минава кайчандыр син жырлаган жырларны килим. Ул тынычлап, йоклап китә. Әлфия Авзаловага багышланган хәтер кичәсе. Сагыну. Здравствуйте! Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – санаторий «Ассы». С 1 сентября 2017 года санаторий «Ассы» Республика Башкортостан объявляет акцию «Осенний ценопад». Цены падают вместе с листьями. Цены на путевки снижены на 20%. Все подробности по телефону 8 906 100 ровно 30 50. С 1 сентября санаторий «Ассы» снижает цены до 20%. Также скидки для пенсионеров 5%. Все подробности по телефону 7 85 15. Код города 34 792. 8 906 100 30 50. Ну что ж, а теперь о погоде. Субботний день принесет жителям республики солнечную и теплую погоду. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет малооблачно, без осадков, ночью до 12 градусов тепла, днем же температура воздуха составит плюс 23 градуса. На северо-востоке тоже малооблачно, ночью плюс 14, днем температура воздуха составит плюс 21 градус. На севере республики ожидается ясная погода, ночью плюс 13, днем плюс 22 градуса. На северо-западе малооблачно, без осадков, ночью плюс 14, днем до 19 градусов тепла. На юго-западе республики ясно и сухо. Ночью до 14 градусов тепла. Днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. В центральном районе республики ожидается ясная погода. Ночью плюс 12, днем плюс 22. В последующие сутки температуры начнут понижаться, но осадки не ожидаются. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Быстро и качественно. Изготовим кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка, установка бесплатно. Только в сентябре назовите пароль «ДМебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. «Данил Мастер», настало время низких цен.
Казань, Восстание 23, телефон 2167-166. Спонсор прогноза погоды – кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка» предлагает оформить сбережения на сумму от 150 тысяч рублей и получить сертификат на отдых в санатории. Подробности по телефону 239 17 36. Спонсор выпуска – кредитно-потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Адрес Казани, улица Чистопольская, дом 55. В предстоящие сутки в Казани ожидается ясная погода. Ночью будет до 14 градусов тепла, днем же до плюс 20. Ветер западный, порывистый. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%. Ожидается магнитная буря. Клиника АВА Казань объявляет месяц здоровья. Только в сентябре прием терапевта плюс общий анализ крови, мочи и биохимический скрининг всего за 1990 рублей. Спешите, запись ограничена. Телефон в Казани 200 ровно 10 65. Выгодное предложение от клиники АВА Казань. Весь сентябрь прием терапевта, общий анализ крови, мочи и биохимический анализ крови всего за 1990 рублей. 200 ровно 10 65.